Республика Татарстан – это единственное место в мире, где именно шьют ичирным швом. Она родилась во время Волжской Булгарии, и при поддержке государства, правительства, она до сих пор все это продолжается. В последние годы, последние особенно 2-3 года, молодежь республики, особенно молодые женщины, молодые семейные пары, это очень пользуются спросом и не только пользуются спросом как покупатели, как потребители, но также пользуются спросом и ищут мастеров, кто это будет их обучать. Начинается обучаться сами добровольно, обучаться этому ремеслу, ищут мастеров и обучаются, и проходят мастер-классы, и уже есть ученики, которые работают самостоятельно. Последний год примерно Казанский колледж технологий и дизайна, где веду факультатив, получили финансовую помощь от государства и уже вторую группу набираем для продолжения обучения именно ичирного шва, конструированный изготовление обуви с национальным орнаментом. А меня этому делу обучал мой отец. Мы в 80-х годах занимались изготовлением обуви, унты. Вот. Потом я занимался ремонтом обуви, но со временем, глядя на, как люди вспоминают о том, как в советские времена ходили и носили их родители, сами они носили, потихоньку созрело убеждение, что надо это восстанавливать. И вот методом проб и ошибок, самоучка, потихонечку, по милости Аллаха, милость Аллаха безгранична, я научился вот этому делу. Конечно, есть мастера лучше, чем я, кто еще красивее делает, еще лучше, но альхамдулилля, я не жалуюсь. Большинство мастерских находится в пределах республики и отправляют в другие регионы. И очень много запросов ведут из-за границы татарские диаспоры со всего мира. Именно ностальгия по малой родине. И большинство мастерских работают с таким направлением, что отправляют эту продукцию в другие регионы Российской Федерации. Натуральная кожа, натуральные материалы, они, как в народе говорят, такое выражение, ноги дышат. То есть натурально ноги отдыхают во время ходьбы и не напрягаются. А большинство сейчас, вот, я не говорю про них плохо, никоим образом, но большинство это химические материалы, не натуральные. Поэтому и многие жалуются, ноги потеют, ноги болят, все прочее. И многие сейчас люди возвращаются именно к натуральным материалам. Овчина, кожи натуральные обработки, натуральные материалы. Многие молодые женщины, будучи в декретном, будучи на основной работе, они могут реально подрабатывать, зарабатывать свои деньги, как бы это надомный труд, домашний труд. То есть выполнив вот такую заготовку, дайте, пожалуйста, вот такую заготовку, вот. Это можно сделать полностью в домашних условиях. Вот эту заготовку собрала девушка, возраста этой девушки 16 лет. Вот эти ячейки принесла одна женщина в память о своей матери. И вот этим ячейкам более 50 лет. Вот эта кожа растительного дубления, чисто шелковые нитки, и до сих пор она, сами видите, в каком состоянии. Вот этим ячейкам, повторюсь, более 50 лет. Вот это вот станок. Вот. Обычно вот я объясняю ученикам следующее. Сначала надо выбрать стул, чтобы сохранить свое здоровье. В последние годы идут на обучение большинство молодежи. Как я молодежи говорю, вам еще жить и начинать семейную жизнь. Сначала надо выбрать стул, потом обратите внимание, чтобы коленки были под 90 градусов, позвоночник был прямой. От переносицы до сюда 25-30 сантиметров. Таким образом сохраняется осанка, сохраняется здоровье. На этом станке можно шить орнамент, и на обычной швейной машинке можно шить уже сам кожаный носок. Обычной швейной машинки вот такого станка в домашних условиях вполне достаточно. То есть реально возможность молодым женщинам, молодым девушкам что-то зарабатывать. Секретами я делюсь, ничего не скрываю. Как работаю, с каким материалом, где что беру, где, как, что делаю. Секретов нет, я все это рассказываю. Надеюсь, что это мне пригодится и после моей смерти. То есть я делаю все по религиозным соображениям.